Сегодняшнее наше занятие – это проводящая система сердца. Здесь мы будем разбирать, из каких частей состоит проводящая система сердца, и какое значение оно имеет. В первую очередь хочу начать с того, что само сердце состоит из двух видов клеток. Это первые кардиомиоциты, которые вот здесь находятся. Эти кардиомиоциты, они отвечают на импульс, который образуется в клетках проводящей системы сердца с сокращением. То есть сердце состоит из кардиомиоцитов. Это клетки отвечают за сокращение. И естественно, когда сердце сокращается, оно выполняет главную свою функцию, это насосную функцию, то есть выталкивает кровь из самой сердца к магистральным сосудам. И второе, это у нас клетки проводящей системы сердца. Вот они. Это клетки проводящей системы сердца. В этих клетках образуются импульсы. Импульсы образуются в этих клетках и, соответственно, дальше проводятся ко всем отделам сердца. И, соответственно, и сердце выполняет свою функцию. Так, следующее хочу сказать, что сердце имеет следующие свойства. Сердечная мышца имеет следующие свойства. Это первое, это автоматизм. Автоматизм. Вот здесь напишу я автоматизм. Это что означает? Означает то, что сердце, если мы берем сердце, отделяем от тела человека, то он и обеспечим ему питание, то есть он будет работать вне органа. Этот опыт все помнят на уроках физиологии, когда сердцу лягушку накладывали лигатуру и удалили из грудной клетки и смотрели, как оно сокращается. Капали там адреналин, и сердце сокращается. То есть свойство автоматизм – это способность сердца генерировать импульсы и под действием импульсов самих этих клеток сокращаться. Второе свойство – это проводимость. Проводимость. То есть импульс не только образуется в сердечной мышце, но они и также и проводятся по межпредсердным пучкам, по пучкам Гиса и по волокнам Пуркини. То есть импульс не стоит на месте. То есть образовался вот здесь, и он дальше проводится. Вот. Это следующее свойство сердечной мышцы. Следующее свойство сердечной мышцы – это возбудимость. Это возбудимость. Батмотропный называется по-другому. Возбудимость. То есть сердечная мышца под действием импульсов возбуждается и, соответственно, выполняет свою функцию. Следующая функция – это у нас сократимость. Инотропный эффект. Сократимость. Вот. Естественно, кардиомиоциты обладают вот этими свойствами. Проводимость, автоматизм, сократимость, возбудимость и проводимость. А в клетки проводящей системы сердца, они обладают свойством автоматизма. То есть сами возбуждается. Это благодаря медленной диастолической деполяризации. Это еще дальше будем разбирать. Сейчас это не важно. То есть делаем выводы, что сердечная мышца обладает следующими свойствами. Это автоматизм, по-другому называется хронотропный эффект. Дальше это проводимость, это дромотропный эффект. Возбудимость, батмотропный эффект. И сократимость, инотропный эффект.
Еще есть тонотропный эффект, то есть это повышение тонуса сердечной мышцы. Вот. Значит, сердечная мышца, сердце состоит из двух видов клеток. Это кардиомиоциты, которые отвечают за сокращение, и клетки проводящей системы, которые отвечают за образование импульса и проведение этих импульсов по различным отделам сердца. Проводящая система сердца состоит из чего? Проводящая система сердца состоит из синоатриального узла, состоит из межузловые пучки, АВ-узел, внутрижелудочная проводящая система, которая состоит из чего? Состоит он из пучка Гиса. Вот оно, пучок Гиса. Здесь написано АВ-пучок, он и есть пучок Гиса по автору. И у пучка Гиса имеется две ножки. Это левая ножка и правая ножка пучка Гиса. Сокращенно называю левая ножка пучка Гиса. Правая ножка пучка Гиса. Вот из этих частей состоит проводящая система сердца. Импульс образуется возле, и поэтому его называют водителем ритма, или по-другому называется пейсмейкером. Пейсмейкер или водитель ритма. Дальше этот импульс проводится по межузловым пучкам. По межузловым пучкам проводится к АВ-узлу, к атриовентрикулярному узлу. Вот он, АВ-узел. АВ-узел тоже имеет свойство генерировать импульс, поэтому его называют пейсмейкером второго порядка. Это в каких случаях происходит? Это в случаях, когда импульс образуется в синоатриальном узле, но он не проводится до АВ-узла. Поэтому функция автоматизма здесь берет на себя АВ-узел. И поэтому его называют пейсмейкером второго порядка, то есть водителем ритма второго порядка. Второго порядка. Дальше у нас пучок Гиса. В случаях, когда импульсы не образуются или не проводятся по АВ-узлу, пучок Гиса тоже может на себя взять функцию автоматизма и генерировать импульс, чтобы под этим импульсом сократились левый желудочек. И поэтому пучок Гиса является водителем ритмов третьего порядка. Водитель ритма третьего порядка. Дальше у нас пучки Гиса. Левая ножка пучка Гиса и правая ножка пучка Гиса идут. Они тоже имеют свойство образовать импульсы. Но хочу обратить внимание на то, что частота импульсов, которые образуются в различных отделах, они отличаются друг от друга. Хочу подчеркнуть, что частота импульсов, которые образуют эти водители ритма, отличаются. Например, синусовый узел, он образует импульсы с частотой 60-80 ударов в минуту. Авиасоединение образует на 20 ударов нет, не 20, а 40
60 ударов в минуту. А пучок ГИСа образует, само ГИСа образует 25-40 ударов в минуту. То есть по мере отдаления от синего узла способность к образованию импульсов снижается. Вот, поэтому это нужно знать. Здесь я написал, какие части есть, и нужно их выучить. И, естественно, левая ножка пучка ГИСа еще он делится на переднюю ножку и заднюю ножку. Это уже нужно знать. Теперь, что мы видим на ЭКГ? Я вообще в основном ориентируюсь на практику. Хочу больше давать вам знания, которые нужны на практике. Что мы видим? Вот перед нами стоит кардиограмма. И какие-то кривые видимы. Импульс образуется вот в синоартериальном узле, в СА-узел. Вот здесь образуется. И по трем межузловым пучкам пучок Бахмана, Тареля и Венкебаха, они распространяются по левому предсердию. И по межпредсердий пучок передается к правой предсердии. Этим что хочу сказать? Значит, из этого выйдет, что сначала возбуждается само правое предсердие, а потом левое предсердие. И вот на фоне возбуждения левого предсердия и правого предсердия на кардиограмме мы видим, что зубец П. Вот оно, зубец П. Видим зубец П. Дальше импульсы доходят до АВ-узла. Хочу отметить, что скорость проведения импульса по межузловым пучкам это примерно 30-80 сантиметров в секунду. То есть скорость проведения не так уж большая. Дальше приходит импульс. Импульс приходит куда? К АВ-узлу. В АВ-узле происходит атриовентрикулярная задержка. То есть импульс задерживается. Физиологическая роль этой задержки заключается в том, что он дает возможность последовательно сокращаться предсердием и желудочком. То есть пока предсердие не выталкивает кровь к левому желудочку, желудочек что? Не возбуждается и не сокращается. Это создает определенную последовательность, чтобы гемодинамика была эффективной более. Поэтому происходит АВ-задержка. В АВ-узле скорость проведения очень низкая. Скорость проведения там примерно, вот здесь примерно 3-5 сантиметров в секунду. 3-5 сантиметров в секунду. То есть здесь очень низкая скорость проведения возбуждения. Дальше импульс поступает куда? Поступает во внутрижелудочковую проводящую систему, которая включает в себя что? Это пучок ГИСа, это правая ножка пучка ГИСа, левая ножка пучка ГИСа, и левая делится на левая передняя и левая задняя. Скорость проведения по этим пучкам очень высокая. И поэтому эта высокая скорость дает возможность, что одномоментно кровь выталкивается куда? К магистральным сосудам. В легочную артерию, либо в аорту. Дальше что происходит? И что же мы видим здесь? Сказали, что происходит атриовентрикулярная задержка. Вот оно здесь происходит, атриовентрикулярная задержка. Мы на ЭКГ видим, что прямую линию видим. Это называется что? Сегмент PQ.
на прошлом занятии мы объяснили, что сегментом называется та участок миокарда, где как бы электрическая активность не регистрируется. Вот поэтому здесь на ЭКГ что мы видим? Мы видим сегмент PQ. Это есть атриовентрикулярная задержка. Вот по продолжительности вот этого сегмента мы судим о атриовентрикулярной блокаде. Следующее, что происходит. Сказали, что импульс поступает к внутрижелудочную проводящую систему. Вот оно. Вся внутрижелудочная проводящая система — это комплекс что? Q, зубец R и вот зубец S. И зубец S. Импульсы идут со скоростью, в пучке Гисса идут со скоростью 150-280 сантиметров в секунду. То есть здесь очень высокая скорость проводимости. Дальше импульсы поступают куда? К волокнам Пуркине. В волокнах Пуркине скорость проведения очень высокая, до 300 сантиметров в секунду доходит. До 300 сантиметров в секунду. И на кардиограмме что мы видим? На кардиограмме мы видим вот такой желудочковый комплекс Q, R, вот здесь S видим. Почему оно имеет такого характера? Это зависит от направления движения электричества, которое будем обсуждать, когда электроды будем изучать. Вот. Зубец Q, соответственно, он отрицательный, зубец R положительный, и зубец S, он тоже отрицательный. Сначала возбуждается что? Сначала возбуждается межжелудочковая перегородка возбуждается. Потом возбуждается верхушка. Сначала правого желудочка, потом левого желудочка. То есть сначала возбуждается что? Сначала возбуждается у нас межжелудочковая перегородка. Потом верхушка и правый желудочек. Верхушка и правый желудочек. Вот так примерно можно нарисовать. Верхушка, верхушка, вот апикальная часть называется, правый желудочек и потом левый желудочек. И дальше возбуждается что? Дальше у нас возбуждается базальные части. Вот оно, базальные части. Вот базальные части. Это в третью очередь возбуждается. И поэтому мы на кардиограммке увидим вот такой вот комплекс. Комплекс QRS. QRS увидим. Дальше в некоторое время вся желудочек находится в возбужденном состоянии. Поэтому там не регистрируется электрическая активность. И мы регистрируем, что здесь тоже такое изолинию между зубцом S и T. Сегмент ST. Вот оно. Сегмент ST. Поэтому мы регистрируем тоже, что изолинию. Здесь электрическая активность не регистрируется. Почему? Потому что вся миокард находится в возбужденном состоянии. Дальше что происходит? Дальше мы видим, что импульсы дошли до базальных частей. Возникает вопрос, какая миокард имеет, сам сердечная мышца имеет три слоя. Это эндокард, это внутренний слой, миокард и эпикард. И завернуто это все в перикард, сердечная сумка. Сначала возбуждается эндокард, потому что волокна Пуркини находятся в эндокарде. Потом это возбуждение с эндокарда распространяется в сторону эпикарда.
В языке, вот, чтобы изучать электрокардиограмму, в книгах написано, что сначала возбуждается субэпикардиальная часть. Вот так они пишут. И потом возбуждение, сначала возбуждается субэндокардиальная часть, и потом это распространяется в субэпикардиальную часть. Вот так пишут. Что еще здесь можно объяснить? Здесь можно объяснить, что потом что происходит? Потом происходит процесс реполяризации желудочков. Процесс реполяризации желудочков, и реполяризация начинается в обратную сторону. То есть сначала расслабляются базальные части, потом левый желудочек, правый желудочек, и потом что? Межжелудочная перегородка. То есть это все в обратном направлении происходит. И вот здесь тоже как бы потом регистрируется сегмент, где нету электрической активности. На кардиограммке мы вот это все увидим. Дальше что хочу сказать. Сердечная мышца регулируется нервной системой и гуморальной системой. Нервной системой он регулируется за счет симпатической нервной системы. Симпатическая нервная система. И, естественно, симпатическая нервная система увеличивает частоту сердечных сокращений. А парасимпатическая нервная система он уменьшает частоту сердечных сокращений. Он уменьшает что? Частоту сердечных сокращений. И вот на этом мы сегодня... Здесь написано, что почему симпатическая нервная система увеличивает частоту сердечных сокращений. Потому что симпатическая нервная система увеличивает... Там медиатором является норадреналин. В синаптическую щель выделяется норадреналин. Он действует на бета-1 адренорецепторы. Увеличивается проницаемость для ионов кальция натрия. И, соответственно, увеличивается что? Частота сердечных сокращений. А парасимпатическая нервная система в концах нервных окончаниях выделяется ацетилхолин. Ацетилхолин увеличивает процесс захода иона калия внутри клеток, и это вызывает состояние гиперполяризации, и поэтому частота сердечных сокращений уменьшается. Этот механизм поляризации, деполяризации, гиперполяризации я объясню на следующей теме. Вот это вот в двух словах про проводящая система сердца. Вот в фармакологии, когда изучаете лекарства, там не говорят, что увеличивается возбудимость, да? Там говорят, какой эффект обладает. Говорят либо положительный и отрицательный. То есть, вот, например, дигоксин, да, он обладает положительным инотропным эффектом. Или же препараты, которые обладают отрицательным дромотропным эффектом, то есть уменьшает проводимость. Вот эти терминологии важны для этой занятия. Спасибо за внимание.